году. Крест Господень, оружие непобедимое, красота церкви, символ нашего спасения, был водружен не только в одном месте, но и над всем миром. Часто философы говорят, что мир христоцентричен, и он имеет образ креста, он крестоцентричен. То есть в центре всякой жизни на земле есть крест. Не было бы креста, вряд ли бы человечество дожило до наших дней. Ибо все современники, все философы, все цари видели, к какому тлению подвергся человек. Полная безнравственность, полная бесчестность. Помним такие события, которые были связаны с именами Иродов, различных и отца, и сына. Вспомним, что делали императоры, что делали властители, как рабство расползалось по всему миру, как человека превращали просто в животное существо. Сильные мира всего, становясь сами животными, забывая о Боге и о жизни вечной. И вот Господь послал своих учеников и апостолов, Он назвал их солью земли, чем предохраняется от порчи всякая пища. Господь сделал так, что крестные страдания, которые Он претерпел ради изменения человеческой природы, стали в центре всего мира. И саму жизнь, само бытие человечества стали называть нашей эрой, нашей христианской эрой. Стало новое время, новый отсчет всех событий, которые помнит память человеческая. И вот во главе всего этого крест Господень. Почему крест стал символом победы, знамением благодати Божией, стал нашим упованием, утверждением? Потому что на нем висит Христос, висит, чтобы спасти нас. И когда мы наносим на себя крестное знамение, то значит через это знамение наносим себя именем Христовым, Его любовью, Его божественной благодатью, Его силой и даже Его страданиями. И крест Христов стал красотой христианства. После воздвижения в 326 году царицей Еленой и Константином при патриархе Макарии этот крест стали носить у себя на груди, стали водружать на церковь, стали делать знамения для воинов и для путешественников, стали крест изображать как щит против колдовства и различных гаданий. Крест стал упованием, спасением нашим. И когда мы видим крест, вознесенный над храмом, мы должны помнить, что это ключ от неба, ключ, которым открывается дорога в Царствие Божие. Через изменение временной и тленной человеческой природы, пройдя через крест, эта природа становится наполненной свойствами жить вечно. Что бы ни говорили другие религии, как бы ни завлекали сектанты, что бы они ни предлагали, все это становится несерьезным и даже смешным, когда предлагают полную нирвану, то есть полное спокойствие, не жизнь, а просто там посуществовать в мире, когда предлагают земные утехи, что будете там владеть стадами коров, быков, различных овец, становятся несколько непонятными, когда предлагают, что будет очень большая семья, там у тебя будут рождаться дети. Но Господь нам дает больше. Он говорит, там уже не женятся, не уходят замуж. Там наполнены все такой полнотой благодати, такой силой мудрости и радости,
что это все земное становится очень блеклым, незначительным. И апостол Павел в своем послании говорит, что Бог сотворил любящим его такое, что в языках людей нет таких слов, чтобы выразить, что уготовил Бог любящим его. И уготовил это через свой крест. Поэтому мы крест изображаем на храмах. Они бывают разные, и по виду, и по форме. Собственно, сам крест, на котором распяли Христа Спасителя, он представлял из себя букву «Т», когда один столб, и на нем перекладина сверху прибивалась. Но к Христу Спасителю было особое отношение. Ему еще прибили табличку, кто он такой. И над этим крестом сделали еще крестик маленький, на котором написали «Иисус Назарей, царь иудейский». Его не как других привязывали к кресту и били, его прибили гвоздями, и чтобы тело, подвергшееся разложению, не свалилось с креста, будучи прибитым к дереву, его поддерживали между ног, вставляли подставку, чтобы тело не свалилось. И так у нас внизу под крестом появляется еще укосина. То место, которое было опущено в землю, оно является основанием креста. Так, в 326 году крест, который стал основанием спасения, приобрел и видимую форму, которую мы с вами можем сейчас лицезреть. Там, где висит Спаситель, прибитый нашими грехами, нашими чувствами, нашими мыслями, нашими беззакониями, смотрит на нас и своими руками не пускает нас в ту сферу человеческой деятельности, которая, как правило, является мучением, ограничениями и препятствиями. И Господь, вися на кресте, не пускает нас в область тьмы. Он своими распростертыми руками, как мать многих ребятишек, пытается собрать воедино и не пустить там, где умирают, и там, где пропадают. Сегодня мы празднуем это событие. Праздновать это значит выделить. Праздновать это значит переселиться с всей своей жизнью и духом своим в те события, которые происходили, пораздновать от обычных своих дел и сделать так, чтобы то, что происходило в 326 году, стало и нашим достоянием. Все, кто вчера был на возвышении креста, видели, как возносили крест. Так вот, приблизительно так его и поднимал патриарх Макарий, и ему помогали царица Елена и царь Константин. Так происходило, и во время богослужения мы к этому приобщаемся, мы становимся участниками. И Господь через свою благодатную силу, через свое благодатное величество, Он приобщает нас к очень главным, важным, необходимым для нашей жизни событиям и тем самым делает нас причастниками и участниками самой жизни. Поэтому, когда мы делаем крест на себе, и это делать нужно обязательно правильно, потому что кривое ружье не может попасть в цель и не может даже выстрелить. Также нельзя оружие крестное искажать, небрежно наносить на себя или надругаться над ним, или осквернять его, ибо это сила Божия, потому что под этим крестом подразумевается сам Бог, Христос, с распростертыми руками. И мы все с вами становимся причастниками Его милости, Его благости, которой Господь упокоивает нас с вами. Я желаю
вам, дорогие отцы, братья и сестры, благодати Божией, которую Господь дает нам через Святой Крест. Желаю, чтобы в минуту опасности и различных обстоятельств помнили об этом, наносили на себя крест, если невозможно, видимым образом, хотя бы мыслями, хотя бы словами: Господи, благослови сделать так, чтобы в минуту опасности не разъединяться со своим Богом, своим заступником, со своим Спасителем. Это действительно счастье. Мы знаем, как боятся креста различные экстрасенсы, различные знахари, различные деятели и фокусники. Мне бы хотелось сейчас рассказать вам один случай, который я прекрасно знаю. Когда я учился в Московской духовной семинарии, рядом со мной с моей койкой была койка Ярослава Левко, он с Западной Украины. И он рассказывал, как он пришел в семинарию. Тогда было непросто. Я помню, как нас вызывали в военкомат, как направляли пистолет, как заставляли работать на себя. И вот, чтобы быть твердым и последовательным, нужно было, наверное, многое пережить внутри себя. Так вот, Ярослав пережил еще больше, нежели я. Он ушел в армию, будучи неверующим. В армии был старшиной роты в учебке и заставлял солдат привыкать к тяготам воинской службы. Однажды к ним в учебку приехал экстрасенс и показывал различные фокусы. Один фокус был необычным. Брали 2 табуретки, почти по росту молодого человека, солдатика, вызывали любого солдата. Этот экстрасенс говорил несколько слов, и человек превращался в доску, в кость. Его клали между 2 стульями, на него садились еще 3 человека, и он не прогибался. Поднимали его, и он минут через 10 отходил, его начинало сводить, потому что настолько он был напряжен внутренними силами. Когда, смеявшись в достатке над солдатами, экстрасенс сказал: «Кто еще хочет из вас?» И Ярослав рассказывал, говорит: «Мне было не по себе, потому что все подумают, что я испугался. И в армии очень важно иметь очень доброе мнение о себе, что ты смелый и отважный человек». И он говорит: «Я пошел». Шел через весь зал, потому что он следил за дисциплиной в этом зале. Шел через весь зал и говорит: «У меня сердце готово было выпрыгнуть из груди». И тут я вспомнил, как мама меня учила молитве «Отче наш». Пока шел через зал, я, говорит, читал эту молитву. Потом, когда поднимался уже на сцену, там несколько ступенек, мысленно перекрестил себя крестным знаменем, подошел к экстрасенсу. Что он только вокруг Ярослава не делал. Различные методы, и поворачивал и направо, и налево. Потом, посмотрев в глаза, сказал: «Пока этот человек на сцене, я ничего не смогу сделать». И там Ярослав сказал: «Я понял. Если я только молитву прочитал, крестное знамение нанес на себя, то что же будет, если я буду священником?» Там он стал священником. Он принял решение внутри себя, закончил армию, ушел, был демобилизован, и так оказались наши койки рядом с ним. Это один из случаев, их масса, их миллионы. Но наша вера порой бывает настолько немощной, настолько зависящей от мнения, от знаний, от воспитания, что не всегда и вовремя мы возлагаем свое упование на Господа. Не всегда готовы возложить на себя крестное знамение, чтобы оно действительно стало нашей опорой, защитой и упованием. И вот, находясь в церкви, нам Господь из года в год
через свои праздники показывает то, чего мы не достигли сами. Он приобщает нас к тем событиям, и недостаток нашей веры через богослужение, общение, проповедь восполняются. И в нужный момент, когда наступит время, конечно же, Господь придет на помощь. Так со крестом умирали и воскресали, со крестом исцелялись и делали важные дела и события. Будем и мы просить у Господа, чтобы и Он на будущее время не оставил нас в своей милости и благодати своей любви. Спасибо. Кстати, этот Ярослав так и служит на Камчатке. Мы с ним переписываем, сообщаемся, так что